Так, то же самое, только фон виден. Так, Сободел Гинцгой. Так, Талановая, Берлин. Так, добрый вечер всем, ассаламу алейкум. Я в дороге, связь плохая, сегодняшний стрим мы не успеем провести. Поэтому вот в таких условиях сообщаю вам, что сегодняшний стрим переносится на завтра. Я сделаю анонс, если на завтра будет. Сегодня мы провели и в Вене, и в Берлине митинг, обозначили преступников, убивших Имрана Алиева. Перед российским посольством мы провели митинг. Там мы зачитали резолюцию, видео по этому поводу я отдельно выложу. Видео на Common Кант проведенного в Вене митинга также уже имеется. К сожалению, людей было немного, потому что мы это делали в быстро экстренном порядке. Люди не успели все получить информацию достаточно, плюс разные препоны, которые нам постоянно ставят. Ну, ничего страшного. Плюс еще наша пассивность, которая имеет место быть. Но сегодня были молодые люди, с которыми я не знаком, которые поддержали, пришли отдельно. Им Баркал, Рейс Хульцик, Мельви Анчун, Далшиду Адойль. В принципе, да, у Адама Грузинского тоже уже на канале это видео есть, где где в Австрии наши товарищи, наши братья провели митинг перед российским посольством. Так, в принципе, наша задача заключалась в том, чтобы обозначить преступников. Преступников мы обозначили, назвали их, показали, что в российском бандпритоне под названием Посольство Российской Федерации, в самом большом в Европе бандпритоне, находятся те, кто нас убивает. Далее мы подготовили резолюцию, которую обязательно передадим в прокуратуру. И как бы то же самое я предлагаю всем везде, где вы находитесь. Не обязательно сегодня, если не получилось провести митинг у вас там где-нибудь в Бельгии, где-нибудь во Франции. Вы тоже должны выйти и заявить, где бы вы ни находились. И также я призываю присоединиться украинцев, грузин, евреев, русских, кто поддерживает нас в законном требовании для привлечения к ответственности преступников, матерых, массовых убийц и преступников. Ну, в принципе, все. Вот что я хотел сказать. Я хотел бы, вот, пользуясь случаем, вот, хотя это не очень удобно, у меня отдельно есть ролик по этому поводу, зачитать резолюцию, которую мы сегодня и зачитывали, и которую мы подадим в прокуратуру. Сейчас, одну минутку, я ее вам зачитаю. Перед тем, как зачитать резолюцию, я хотел бы отметить один момент. Я недавно давал Кавказскому узлу интервью, и там переиначили мои слова. В частности, там одно исправление они, конечно, уже внесли, потому что я настоял на этом. И вот я заметил еще одно у них там неточность или, скажем так, откровенное искажение фактов, что когда меня Анастасия Кириленко спрашивает там по поводу убийства Имрана Алиева, я там говорю, что я предположил, что убийство Алиева было политически мотивированным, это я так предполагаю, и что Имран Алиев осуждал Кадырова и чеченскую власть, не выбирая выражений, сказал Аслан Арцуев. Такое выражение у меня было, что Имран Алиев не выбирал выражение, но я ни в коем случае не говорил, осуждал Кадырова и чеченскую власть. Даже если я говорил Кадырова, ни в коем случае я не мог сказать, что речь шла о чеченской власти, так как нету никакой чеченской власти, есть российская власть. В данном случае по отношению к чеченцам российская оккупационная власть. Никакой тамбовской власти или костромской власти, вологодской власти в России не существует.
так как это является частью России. Мы везде декларирует Россия, что мы являемся частью России, в Конституцию незаконно нас вписали, и поэтому мы ни в коем случае не являемся, та власть, которая сейчас находится в Чечне, не является чеченской властью. Чеченская власть находится, тут руководитель находится в Лондоне, в основном все наши президенты, министры, депутаты, все убиты, посажены, запуганы, ну или эмигрировали. Поэтому я заранее сообщаю, что я ни в коем случае не говорил, никогда не скажу, что это чеченская власть. Это российская оккупационная власть. И сотрудничающие с ними коллаборанты. Так, далее я бы хотел вам зачитать, пока есть тут интернет и есть возможность, я бы хотел зачитать резолюцию, которую мы сегодня зачитали перед российским посольством, и резолюцию, которую мы передадим в Генеральную прокуратуру Федеративной Республики Германия. Резолюция. Фашистский режим во главе с Владимиром Путиным много лет убивает диссидентов и политических противников по всему миру, ведет агрессивные войны, совершает преступления против человечности и военные преступления. Так, 30 января 2020 года в отеле Лиле, Франция, было совершено очередное политическое убийство чеченского диссидента, имеющего статус политического убежища в Бельгии. С особой жестокостью был убит отец 8 детей, блогер Имран Алиев, осмелившийся говорить правду. По цинизму, подлости и коварству данное убийство не имеет аналогов в нашей истории. Данное преступление является политически мотивированным и носит террористический характер. От имени граждан Чеченской Республики Ичкерия и участников митинга из разных стран мира, состоявшегося 7 февраля 2020 года у здания посольства Российской Федерации, Федеративной Республики Германии и Австрии, требуем найти и привлечь к ответственности виновных лиц в убийстве Имрана Алиева, обеспечить безопасность чеченских беженцев от российских террористических групп, прекратить практику депортации граждан Чеченской Республики Ичкерия на потенциальные унижения, пытки и смерть в Россию, объявить послов России в Бельгии, Франции и Германии, а также других причастных к данному преступлению лиц персонами нон-грата, созвать Генеральную Ассамблею с повесткой о взятии чеченского народа под протекторат ООН. Подписанты: Саид Амин Ибрагимов, президент Международной ассоциации мира и права человека, Франция; Хусейн Исханов, депутат, руководитель Культурферайн Ичкерия, Австрия, Вена; Аслан Арцуев, руководитель Международной ассоциации мира и права человека, немецкое отделение. Вот такую резолюцию мы подготовили, везде будем ее распространять и требовать соблюдения наших прав. Все, кто не выходит для того, чтобы защищать свои права, все, кто отсиживается. Сегодня убили Имрана Алиева, вчера убили Зелимхана Хангашвили, завтра убьют еще кого-то из-за того, что он говорит. Но только из-за того, что мы говорим, из-за того, что мы делаем свое дело, делаем по защите прав наших граждан, в Чечне перестали так массово издеваться над людьми, убивать людей. После убийства 27 человек, которые смогли доказать в 2017 году, в январе-феврале 2017 года, путинскими ставленниками во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, ОБСЕ возбудила так называемый московский механизм, запустила процесс московского механизма за мониторингом, по мониторингу прав человека в Чеченской Республике Ичкерия. Этого мало. Мало то, что ОБСЕ проводит проверку только начиная с 2017 года. Хотя преступления против нашей страны и нашего народа, и граждан нашей страны совершаются с 1999 года, а если брать еще раньше, там, с 1994 года. Но это все из-за нашей пассивности, из-за нашей безалаберности, наплевательского отношения. Далее, сегодня убили Имрана Алиева. Да, Имран Алиев стал жертвой, но вы, которые не выходите на митинг, вы, которые отсиживаетесь, которые считаете, что вас пронесет, если вы будете там сидеть и ничего не делать. Я вас уверяю, может быть, вас не убьют, как Имрана Алиева, за то, что вы не говорите так открыто, но у вас будут всегда урезать права. Мы всегда должны защищать свои права.
Если мы не будем защищать права, наши права за нас никто не будет защищать. В принципе так, я постараюсь ответить на ваши вопросы, но я считаю, что времени уже у нас немного, так как в любой момент у меня может сорваться интернет-связь, так как говорю по мобильной связи. Так. Так, аналогов есть, говорит. Троцкого убили киркой в Мексике. Формула Менделеева. Если бы ты был бы чеченцем, ты бы знал бы, если ты был бы немного в курсе того, о чем мы говорим. Вы, русские, не понимаете нас, ни менталитет, ни нашу культуру, ни наши законы. И вы лезете, как говорится, со своим свиным рылом в калаш-снаряд. Речь идет не о том, что убивает. Убивает Россия всегда и везде, травит ядерным полонием, новичками и так далее. Россия фашистская страна, террористическая страна. И пока вы не будете остановлены, вы будете продолжать так убивать. А Троцкий это был подельник Сталина и Ленина, которые между собой внутренние разборки были. Мы не имеем к этому никакого отношения. И никогда не имели, и не будем никогда иметь к вам, к России, никакого отношения. Убили отца 8 детей, воспользовавшись нашим чеченским гостеприимством, нашим законом, нашим этикетом. И вот такого плана было жестокое, подлое убийство отца 8 детей. Поэтому я думаю, тебе в другое место. Так, вот этот мерзавец, который здесь себя тут позиционирует, этого ублюдка, который себя называет атеистом, я прошу забанить. Это ты, ублюдок, слушай, ты, который меня тут везде пишет, если ты мужчина, выйди на связь со мной, ты везде про меня пишешь ложь и обман. Если ты мужчина, не будь мужчиной, да, скажи это, я тебя так называю, я тебя так считаю. Что ж ты так, как русская скотина, прячешься? Так, давайте дальше. Шалом, Израиль из Чечни, говорит. Так, Анзор, поздоровался, шалом. Салам алейкум всем чеченскому народу, говорит нам израильтянин. Ва алейкум салам всему израильскому народу. Так, всех направляю на украинских блогеров. Вот мне тут подсказывает. Идите, смотрите, пока мы в дороге, вы можете пользоваться вот такими вот. Пока можете смотреть их. Так. Аслан, давак ist ikis dir dol shumyatis. Ят, нахьоцум шу, расшант и йохкелил, зачу, расшан мельохкелек, зуддиу, юшун шу, хира юшун шу, аз ят бага шу, хир юшун. Тходала дел кудини анчур, кача дел, тходада ула шу, зачу сар юшун. Расшан ти буал бяшвег. Қайла бол бяшвега, открыто бол бяшвега, 100 раз гули вар, қайла мот бячлила, шу вообще сетить к душон, мот бячлила, шаш, ватса бог швег, форм ты ее, эра валилагам, из унавол, шушон шикаешь. Так, хорошо, седа на дорогу, не буду отвечать. Так, куда едете? Далеко едем, Анзорино, далеко. Путешествуем по миру, так сказать, по Европе. Аслан отзрубатин цеквелан цуна хуле цуна гумацалат цекулш эшбüch лилш бюхум шуаш ваша это лицемеры, это мерзавцы, это лжецы, это подонки. Все, кто работает на оккупанта, это подонок и мерзавец. То, что говорили на Рубате, это абсолютная ложь. С нами сейчас на митинге была Рубате. Рубате говорит, что она знать не знает ту девушку, с которой этот блогер что-то там рассказывал и там ее там выуживал из чего-то. Умара, да, по всей видимости, я с Умаром не разговаривал, Умар был в отъезде и на митинге его не было. Умаром, возможно, она знакома, с Рубати она точно не знакома. Поэтому это все ложь и брехня, которую возводят не на Рубати, а на все наше правительство. А правительство это лицо наше, лицо нашего народа, лицо наших граждан. И, соответственно, пытаются воздействовать